Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Санкционное давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что, вводя экономические санкции в отношении Российской Федерации, Запад стремится дестабилизировать отечественную экономику и создать социально-политическое напряжение в обществе. Но всегда в трудные годы россияне сплачивались и мобилизовывали все ресурсы, чтобы обеспечить суверенитет своей страны. Так происходит и сейчас. Внешнее давление стало стимулом для решения многих проблем в экономике России, сказал Патрушев. Он, в частности, напомнил, что до введения санкций финансирование реального сектора экономики России осуществлялось в том числе за счет внешних заимствований, а вся инфраструктура финансовых расчетов была под контролем зарубежных компаний. А в настоящее время, указал Патрушев, подавляющая часть финансирования осуществляется из внутренних источников. При этом создана национальная платежная система. Также глава Совбеза Николай Патрушев заявил, что законопроект о суверенном Рунете не призван изолировать Россию. Это вынужденная мера. По его словам, страна не намерена сама себя отключать. Николай Патрушев считает, что законопроект о суверенном Рунете является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании. По его словам, речи об ограничении возможностей всемирной сети не идет. И Россия не собирается сама себя отключать. Это не изоляция, это вынужденная мера в условиях принципа сохранения мира силой, уточнил глава Совбеза и подчеркнул, что наглядное тому подтверждение угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам. Ранее озвучивалось, что на защиту Рунета от внешних угроз в бюджете предусмотрено более 20 миллиардов рублей. Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом. Собраны все пролетные строения железнодорожной части. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 километров пролетов расположено над акваторией, остальные над сухопутными участками. Всего у моста 306 железнодорожных пролетных строений, на каждом по 2 блока. Из них сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты весом более 500 тонн были изготовлены на российских заводах, поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде и на месте собирались воедино. Для сборки понадобилось свыше 4 миллионов высокопрочных болтов. Протяженность сварных швов достигла почти 118 километров. Правительство России установило новые правила создания и эксплуатации систем автоматического контроля за загрязнением предприятиями окружающей среды. Системы автоматического контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ должны быть установлены на всех предприятиях, чья деятельность относится к первой категории по степени влияния на экологию, наносит ей значительный ущерб. Новыми правилами обозначены требования к содержанию и разработке организацией программы создания системы автоконтроля за воздействием на окружающую среду, а также этапы реализации таких проектов. В частности, на объекты можно внедрять и эксплуатировать как единую систему автоматического надзора, так и несколько отдельно по выбросам и сбросам. Реализация проектов в области производства сжиженного природного газа и моторного топлива позволит по предварительным расчетам снизить стоимость литра бензина на 8-10 рублей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Якутия из-за высоких цен и некачественного бензина на автозаправках может начать производство собственного топлива к 2022 году. Несколько инвесторов готовы вложиться в проект по созданию газоперерабатывающего производства в промышленных масштабах. Отмечается, что газопереработка нужна республике в том числе и для возможности получения дополнительной прибавочной стоимости, налогов и создания рабочих мест. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.